О, первая находка. Первая находка я уже вижу. Это, друзья, вот такая вот фидерная кормушка. Нашел, что-то нашел. Сейчас мы посмотрим. Эта находка у нас вот такая вот алюминиевая тарелка. Вон, я уже нашел. Это вот алюминиевая проволока. И вот здесь отчетливо слышу сигнал. В кустах что-то здесь есть, но пока оставим. Потому что я уже вижу какой-то сигнал в воде. Сейчас посмотрим. Друзья, сигнал. Но копать не надо. Я и так вижу, что это опять кусок алюминиевой проволоки. Сигнал. Вот он здесь. Смотрим. Смотрим. Что это может быть? Вот он, походу, груз. Откладываем в сторону. Какая-то железка. Слышу скрежет. Нет, это не груз. Это, друзья, вот такая вот ножки от стула. Вот это находка. Ножки от стула. И что мне с вами делать? Да ничего, она и весу не имеет. В кусты закину, да и ладно. Вот такая вот находка. Стул-то как здесь появился, блин. Думал, хоть груз. Вон. Все. Больше нету. Вот она. Да. Не это мы искали, не это. Уже загрызли. Где-то здесь. Сигнал слабоват. А вон, походу. Нет. Нет. Что-то походу глубоко. Глубоко. Ладно, покопаем. Понятно. Где-то здесь, походу. Видно, что здесь... А, вот она. Вот она, крышечка. Ни хрена себе берет. На какой глубине крышка лежит, не определил. Все. Вот он, сигнал. Деньги показывает, что нашел. Ага, до хрена денег. Опять мимо. Еще кусок алюминиевой проволоки.
Ой, кроме алюминиевых проволочек ничего пока интересного не нахожу. Так, здесь я уже проходил. Все. Вот этот пляж шаг за шагом все прошел. Ничего не нашел, кроме крышек, проволок всяких. Туда уже точно ничего не унесло. Потому что вот вдоль кустов, если чего унесло, это вот так. Я просто пляж обошел, думаю, если течение било сюда, вот могло вот туда, в центр отнести. Ну, на такой угол точно уже ничего не занесло. Так что теперь буду идти вдоль кустов. Не так вот к реке пошире, а вдоль кустов. Туда-сюда буду ходить. Вдоль реки, а не поперек. Здесь камни глубоко, навряд ли что-то замыло. Ну, чем черт не шутит. В общем, друзья, продолжаем поиски. Вот это, друзья, железку нашел. О! Не с помощью МД, я ее просто увидел. Вон. Вот какая тяжелая железка. И, пожалуй, я, наверное, ее заберу. Так как лодка не груженная. Блин, до лодки далеко вообще-то. Но как-нибудь доволоку. Тут килограмм. Я не знаю, килограмм. Ну сколько здесь? Килограмм 20 есть по-любому, наверное. Так что вот, если взять даже по 19 рублей, рублей 300 все равно будет. Так что стоит заморочиться. Пожалуй, я за этой железкой приду и утащу ее к лодке. Вот такую железку нашли. Вот откуда эта фигня? Сколько она здесь лежит уже? Ладно. Тяжело, правда, тащить будет, но своя ноша не тянет. Издалека я заметил, думаю, что с воды торчит. Здесь раньше была дамба. Вон, дамбу смыло полностью уже. А вот вторая дамба. Ее тоже замывают уже потихоньку. Этого песка раньше здесь не было. Здесь мы раньше хариуса ловили неплохо на этих дамбах. Сейчас вы видите, во что все превратилось. Так. Железку нашли. Но не ту, которую искали. Продолжаем. Друзья, нашел еще одну тарелку. Алюминиевую. Так что мы ее тоже забираем. Вторая алюминиевая тарелка. Вся покоцанная. Не знаю, что с ней делали. Но это история. Кто только не... Кто, интересно, ел с этой алюминиевой тарелки. Ну, уже нашел вторую алюминиевую тарелку. Посмотрим, придумаем, что здесь, что с ней делать. Если что, на цветмет пойдет. Или в музей сдать. Там-то, наверное, интереснее будет определять, что с этой тарелкой делали раньше. Потихоньку находится всякая всячина, кроме того, что мне надо. Ну, интересно. В принципе, если есть время и некуда его девать, то так вот пройтись где-то по пескам, по лугам, по полям. Интересно, да. Но не с моим дефицитом времени. У меня его катастрофически не хватает. Катастрофически.
Мне только монтажа еще дней на 5, наверное. Потом окучивать картошку. Ой. Сенокос. Второй раз. Козьба. В общем. Вот еще походу алюминиевая проволока. Да. Ой. Это вообще маленькая. Все. Больше нет. Больше нет. Хоть бы алюминия больше найти уже, что ли, блин. Алюминий хоть по 100 рублей принимают. Нет, тут на рубль даже не наберется, блин. Вот он здесь. Нету. Я уже по второму разу здесь прошелся. Сначала более такие места прошелся, где, возможно, застряла камера. А теперь уже сплошняком прохожу тудым-сюдым. Ну, походу, чувствую, уже бесполезно. Надежда умирает последней. Она уже умерла. Ни хрена я не найду. Ду-ду. Так, друзья, отчетливый сигнал. А я лопату не взял. Сейчас придется сходить за лопатой. Что-то здесь лежит. Руки уже устали от этой лопаты, от железок. Я вон туда бросил. Сначала ходил вот так вот до воды, потом начал вот так вот бегать, видите, вдоль кустов, где стояли мои продольники. Почти уже всю территорию обошел. Появился какой-то сигнал. Сейчас мы глянем, что это может быть. Так-то вроде бодренький сигнал, что-то вроде крупненькое лежит. Сейчас посмотрим. Ой. Сейчас посмотрим. А так, в принципе, песок чистый. Он проверил уже здоровенную территорию. Вот так вот в метре. Вон туда пройду, потом метр отойду сюда, туда-сюда. Уже хотел идти, думаю, ладно, туда-сюда разик еще сбегаю. И четко сразу поймал сигнал. Вот он. Как бы сигнал бодренький. Смотрим, что это может быть. Но опять же вода. Сейчас все будет сыпаться. Осыпаться. Что-то есть. Вода еще сюда пошла. Возможно, здесь лежит груз от нашего продольника. Вот он. Точно нет. Это не груз. Это просто... Но это алюминий. Это не с остальным сердечником. Это алюминий. Не знаю, что это было. Вот капроновая веревка. Тут что-то намотано. Может, типа сачка что-то было когда-то. Не знаю. Так, смотрим, что-то осталось, нет? Все. Вот у нас еще одна находка. Это кусок толстого. Показывает доллар, деньги показывает. Ну, нормально. Хоть что-то нашли. Это, конечно, мелочи. Но, в
приятно, так скажем. Хоть не из-за того, что типа я сдам алюминий и заработаю на этом денег. Просто сам процесс, сам факт того, что я что-то нашел, уже интересно. Может быть, когда-нибудь тоже приобрету себе такую игрушку и буду как-то выделять время, где-нибудь бродить, что-то искать. В принципе, тоже прикольно. Копал еще кусок проволоки стальной. И походу надо уже закругляться. Ничего интересного больше нет. Груз не нашли мы от продольника. Может быть, в этой луже он, может быть, в той. Не знаю. Оп. Так, что-то есть. Сейчас сходим за лопатой. Не понял, что за сигнал был. Так. Какой-то сигнал еще нашли. Что-то там лежит. Какая-то, походу, алюминька. Посмотрим. Ну вот так и есть, вот она. Тарелки нашли крышку алюминиевую, вот такую. Вот такая вот крышечка. Вот откуда они? Полежи возле проволоки. На обратном пути все заберем. Все. Вот так вот. Вроде бы ничего нету. А где-то тарелка, где-то крышка. Прикольно. Я сначала подумал, что что-то показалось. О, села батарейка. Ну и все, хватит, значит, на сегодня. Сейчас посмотрим, что там у меня. Сначала думал, что-то показалось. Но потом немного копнул. И оно как бы показалось, что там что-то есть. И как раз села батарейка. Значит, на сегодня хватит. Нахрен. Воды много. Ну-ка. Покажет, еще нет. Все. Сдохло. Ну и хватит на сегодня. Так. Как она выключается-то? Так. Открываем курок. Немного сполоснем от песка. Все готово. Итак, закрываем курок. Все, вот такая вот компактная штука. Мне понравилось. Когда-нибудь, может быть, себе тоже такой приобрету. И пойдем, отнесем все находки к лодке и посмотрим итоги нашего сегодня поиска, нашей прогулки. Придется сделать два рейса. Сначала мелочевку, потом за той крупной железякой. Вот и солнышко уже садится.
Время 8:30. А мы, друзья, только закончили наши поиски. Тащил эту железку, не дотащил. Она не килограмм 20, она килограмм 30-35, не меньше, тяжеленная. Весь вон испачкался полностью. Там и мазута, и ржавчина, и чего только нет. В общем, затащил я эту железку в кусты на возвышенное место. Попробую на следующий год, если получится, поставить типа перетяги что-нибудь и от нее отпустить продольники. Один конец будет закреплен в кусты, второй эту железяку, возможно, еще какой-нибудь тяжелый трак поставлю, чтобы не уносило, и от нее пущу продольнички. Так оно будет быстрее, продуктивнее и удобнее. Так, ну что, друзья, смотрим, что мы сегодня нашли. Так, вот это результаты нашего поиска. Это вот такая вот тарелочка, вот такая вот крышечка, вот такая вот мисочка, фидерное грузило, кормушка, железка, термет большая, видать, конец сети привязывали. И раз, два, три, 4, 5 кусков проволоки. Вот это чуть толще, тоже алюминиевая. Вот результаты нашего поиска. Находил еще несколько кусков проволоки стальной, но она вся ржавая, не тяжелая, забирать не стал. Повторюсь, это мой первый опыт поисков с металлодетектором, но я так думаю, не последний. Поиски мне понравились, будет время, почему бы нет. Можно и поискать. Камеру мы не нашли и, скорее всего, уже не найдем. Повторюсь, попробую еще в солнечную, тихую, ясную погоду проплыть вдоль берега, может быть, где-то в кустах, но это шансы минимальны. Времени у нас остается где-то час-полтора для рыбалки. Надо сейчас выехать на глубокую более-менее воду, здесь все мелко, и попробуем покидать спиннинг, может быть, что-нибудь да попадет. Поехали. Так, ну что, друзья, пока выезжал с того берега на этот, на глубину, можно сказать, рыбалку уже сделал, рыбалка уже открыл. Вон такой вот подъязок, и где-то такой же еще окунь. Вот там вот окунь. В общем, друзья, пока по мелководью плыл, кидал силиконовую рыбку. Сначала попал подъязок, потом окушок. Батарейки были, камера была севшая, батарейки в сумке. Вот сейчас встал на берег, более-менее перспективное место. И сейчас мы попробуем. Сейчас мы попробуем что-нибудь да надыбать. Я так думаю, окунь и я здесь есть. Возможно, здесь есть и щука. Попробовал сплавляться, течение быстрое, сносит очень быстро. А далеко сплавляться мне невыгодно, потому что сегодня я еду не в далекую деревню, и меня далеко унесет от моей деревни. Здесь покидаем, я так думаю, коту и туману я и здесь половлю, если получится. Что ясь, что окунь взяли жадно, в принципе. Не знаю, случайно это, не случайно. Ну, пока вот 3 заброса и пока тишина. До первой поклевки выключаемся. Друзья, еще окунь. Поменял резинку, поставил басара от Лайки Джон и брахвостика, и сразу последовала поклевка на ту резинку. Что-то дергало, эту поставил, сразу ударило. Все, включили камеру и тишина.
2 окуня, подъяз уже есть. Будет не стыдно белому в глаза посмотреть. Далеко сплавляться не буду, потому что времени у меня уже очень мало. Если... Опа, вот удар был. Был удар хороший. Это за резинку дернуло. Рыба и здесь есть. Если что, можно и здесь поймать неплохо. Все потихонечку понесло. Нормально. Так вдоль берега проплывем. Я так думаю, белому. А можешь себе на жарежку. Так, друзья, заметил всплеск. Не знаю, хариус, не хариус. Ну, здесь вот перекатик такой небольшой. Мы вот там вот возле берега сплавлялись. И такой нехилый, не маленький всплеск был. Похожий на харюзовый. Решил попытать счастье. Так, запутали еще здесь. А вдруг? Поставил бомбарду тонущую, и сверху одна мушка. Короче, 2 мушки, 2 нимфы с одинарным крючком. Вот где-то вот здесь вот был всплеск. Сейчас посмотрим, повезет, не повезет. Так, друзья, с харюзами у нас ничего не получилось, только время потерял. Полчаса, наверное, кидал и блесну, и мушки на бомбарде. Менял то, это. Бесполезно. Никто больше не плескался. Не хочет брать хариус. А время потеряли. Так, что это у нас? Трава. Переехала обратно к берегу. И самосплавом. Так, вот, друзья, был всплеск язя. Я думаю, это язь. Сейчас посмотрим, возьмет, не возьмет. Оп, есть. Что-то взяло. Что-то взяло, что-то взяло. Что-то идет очень быстро в мою сторону. Язь. Язечек. Взял, дружочек, на мушку. На верхнюю мушку взял. Вот так вот. Взял на мушку. Все равно взял. Но это не тот, который плесканулся. Который плесканулся, тот ниже был. Ну не зря все-таки мушку-то нацепил сверху. Друзья, давайте послушаем ночное пение птиц. Интересно, что за птица это? Походу пора сматывать удочки.
Солнце село. А солнце скоро встанет уже, наверное. Сколько время-то хоть? Время 10 часов. Все. Надо валить домой. Так, все, друзья. Поклевки полностью прекратились. Подводим итоги. Ёшкин-кот, ёшкин-кот. Надо же так упасть прямо в снасти. Раз язь. Два язь. Раз окунь. И два окунь. Два язя и два окуня. Вот такой вот улов. Белому будет точно нажраться. Ну как вот не ловить рыбу, если вот тебя уже тут вот прямо возле калитки встречает твой питомец? Белый. Белый. Иди, белый, попоти рыбку даст. Приехали на машине ушки. Иди, попоти рыбки даст. Иди, иди, белый, иди. Иди, на. На. На, кушай. Смотрите, как он ест. Кушай, кушай. Кушай, кушай. Боится, чтобы никто не отобрал его. Она тоже кушать хочет. Кушай, кушай, делай. Ну что у тебя начинает бегать? Все? Съел? Молодец. Чумазулька ты моя. Чумазулечка ты моя. Вкусный яйц был. А, белый? Вкусняшка, да? Все? Наелся, нет? Или второго тебе дать еще? Все. 3-4 чешуинки осталось, и все. Ничего от язя не осталось. Вот так вот, друзья. А вы говорите, куда мы рыбу деваем? У нас рыбу едят все. Вон туман тоже. Потрошка, кашка на потрошках сваренная. Вон целую кастрюлю мял. Все, успокоился, не жужжит. Так и живем мы. С кошкой, с собакой. Смотри, какой он чумазый стал. Смотри, какой он чумазый стал. Сейчас оближется. Помойся, потом зайдешь. Ну и мне тоже надо что-то готовить, кушать. Время 11 часов уже.
смонтировать ролик и отдыхать. Завтра, послезавтра надо уже вот приступать к окучке картофеля. Вот такие вот у нас летние белые ночи, летние на севере. Полная тишина, гул комаров, пение птиц. И больше ничего.